Чувашский фольклор лег в основу сценария анимационного сериала. В Чебоксарском центре развития культуры и искусства создали мультфильм «Девушка на Луне». Проект прошел отбор в грантовом конкурсе. На его реализацию было выделено порядка 800 тысяч. Как проходил съемочный процесс и почему для анимационной картинки понадобились человеческие движения? Подробности у Дмитрия Ковалева. Давным-давно на краю леса, неподалеку от реки, жила-была девушка. Девушка была доброй, трудолюбивой и необычайно красивой. В сказке «Девушка на Луне» глубокий смысл. Авторы скрупулезно подбирали материал, изучали чувашские мифы и легенды. У этой истории можно многому научиться, говорит руководитель анимационного проекта. Главный посыл – добро всегда побеждает зло. Чувашская мифология издревле делила окружающее пространство на три мира – верхний, средний и нижний. И причем верхний мир, то есть космос, он всегда был носителем добра. И все, что связано с космическими объектами, также. И «Девушка на Луне» – это очень красивая сказка, она, пожалуй, самая известная чувашская сказка. Первый фильм мультипликационного сериала создали за 1 месяц. Сказку было необходимо адаптировать для съемочного процесса, подготовить сценарий, прорисовать детали для анимации. Вот так авторы проекта оживляли персонажей. Это технология захвата движений при помощи датчиков на теле и лице, которые проецируют 3D-модели. Здесь задействована лицевая анимация, то есть все то, что вот вы видите на картинке, то, что говорит мачеха, или ведьмы, или девушка на Луне, это все снималось с помощью специального оборудования. Для записи, например, одного такого движения, да, вот девочка, например, поднесла хуплу своей мачехе, уходило множество просто дублей. Из них отбирались лучшие, и потом уже чистились, накладывались на скелет. Ну, то есть это такой сложный процесс технологический. И следующий этап – это постпродакшн, то есть это рендер анимации, это наложение звука. Изначально авторы проекта планировали озвучить каждого персонажа, но в итоге решили остановиться на женском закадровом голосе, будто бы мама читает сказку своему ребенку. Анимационный сериал, говорит Алексей, создают в воспитательных целях и для школьных уроков. Мы хотели экранизировать и именно в формате 3D-анимации. Почему? Потому что наша целевая аудитория – это школьники начального звена. И сегодня, я думаю, что все понимают, школьники воспринимают информацию больше не через текст, а через видеоряд, видеоконтент. На создание анимационного проекта авторы направили средства фонда президентских грантов. И мы благодарим фонд президентских грантов за поддержку данного проекта. Мы благодарим Министерство экономики, образования, культуры, цифрового развития. Мы видим вот эту поддержку, и мы понимаем, что мы занимаемся правильным делом. До конца года Центр развития культуры и искусства создаст еще 2 анимационных фильма по мотивам сказок «Дети ветра» и «Земля улыба». Съемки уже начались. Дмитрий Ковалев и Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии.